Как уйгурки стали эталоном красоты в Китае. Большие глаза, высокая линия скул, идеальный овал лица – мечта миллионов китаянок. Уйгурки стали живым примером, идеал в природе существует. Последние десятилетия в китайском шоу-бизнесе стал доминировать уйгурский тип красоты. Многие топовые актрисы, модели в Китае – именно уйгурки. Природные черты лица уйгурок, высокие скулы, большие выразительные глаза, тонкий прямой нос, изящная линия подбородка, медовая кожа. А главное, есть линия му. Это естественная складка на верхнем веке, называемая двойное веко. Эта европеоидная особенность есть у уйгурок, но нет у китаянок, у которых веко плоское, монголоидное. Это стало причиной бешеной популярности блефаропластики среди китаянок, превосходящей даже популярность операций по увеличению губ в СНГ. То, что китаянки пытаются создать в пластических клиниках, уйгурские красавицы имеют от рождения. Уйгурские звезды Дильраба, Гулинас, Мирдана – новые иконы китайской красоты. Китайские пластические клиники в рекламе используют стиль знаменитых уйгурок как референсы для операций. Пластические операции под Дильрабу или под Гулинас стал самым модным мемом женщин Китая. Кто же они, уйгурки, иконы стиля и красоты китайского шоу-бизнеса? Дильраба Диль Мурат – самая знаменитая и самая богатая современная уйгурская актриса и модель Китая. Глобальный амбассадор Dior, Valentino, Dolce Gabbana, L'Oréal Paris, Clarins, Микимото, Панера и всего модного и бьюти направления Китая. Родилась в Урумчи. Образ «Живой цветок», принцесса Востока. Гулинас. Модель и актриса. Амбассадор Fendi Saint Laurent, Серджио Росси Киллиан. Обложки Harper's Bazaar Cosmopolitan, Эль. Родом из Урумчи. Звезда сериала «Легенда о Чаж» и многих популярных фильмов в Китае. Мирдана Мухитяр – танцовщица и актриса. Даянь Жапар – уйгурская модель и певица, восходящая звезда. Рихема – актриса сериалов на китайском ТВ. Гульнур Самат – певица. Самая известная уйгурская певица нового поколения. Родилась в Кашгаре, стала популярной после участия в шоу Supergirl, китайский аналог American Idol. Смешивает уйгурские народные напевы с электроникой и R&B. Например, в треке Xinjiang Girl она сочетает звучание дутара с битами, напоминающими Blackpink. Ее дуэт с китайским рэпером Вава Silk Road стал мегахитом в TikTok. Уйгурская мода завоевала Китай еще с древности, от династии Тан до современности. 8 век – эпоха Тан. Уйгурский стиль становится модой в Древнем Китае. Яркие ткани, приталенные платья, высокие прически, массивные серьги. Уйгурские музыканты и танцоры выступали при императорском дворе в Чиньяне, а уйгурские мелодии входили в репертуар придворных оркестров. 9-10 век – Дуньхуан и Турфан. Уйгурские художники и музыканты создают шедевры. Танцы с длинными рукавами, фрески, музыкальные новшества. 13 век – Монгольская империя Юань. Монгольские правители покровительствовали уйгурам, способствовали интеграции уйгурской музыки в китайскую культуру. Уйгурские стили официальной моды при дворе монгольских ханов. Изысканность шелковой ткани, драгоценности. 19 век – Восточный Туркестан. Дапа – национальный головной убор. Уйгуры сохраняют традиционные элементы в повседневной одежде. Орнамент и украшения, ручная вышивка стали популярными в Китае. 21 век – современный Китай. Уйгурский тип внешности вновь в моде. Большие глаза, высокие скулы и изящные черты становятся трендом в кино, шоу-бизнесе и моделинге. Китаянки стремятся к уйгурским стандартам красоты, через макияж, пластические операции, как угодно, только как у Дильрабы. Будущее китайской моды и стиля за уйгурскими красавицами, как Дильраба. Как когда-то в древности уйгурские принцессы диктовали моду в Танском Китае и Монгольской империи Юань.